Здравствуйте, вы смотрите «Акцент». В Москве завершилась агропромышленная ярмарка «Золотая осень». Якутия приняла активное участие в деловой и конкурсной программах ярмарки. Рассказать об участии в «Золотой осени» мы пригласили в студию заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Владимировича Афанасьева. Василий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Василий Владимирович, расскажите, пожалуйста, кто представлял нашу республику и с какими успехами приехали наши производители? В этом году необходимо отметить то, что «Золотая осень» проходит в 21 раз, да? Это 21-я выставка, в прошлом году была юбилейная. И немножко в этом году организаторы изменили формат. Во-первых, продажу. Если раньше мы продавали на территории самого павильона ВДНХ, да, гастрофестиваль был, в этом году его перенесли на Красную площадь. Плюс удлинили сроки, то есть мы в этом году продажи делали с 3 по 14 октября, то есть в течение 10 дней. По самому павильону в этом году Министерство сельского хозяйства, основной организатор, да, они сказали то, чтобы мы представили на наших павильонах только ту продукцию, которая отражает специфику нашего региона. У нас в виде специфики это наше производство продукции из оленины и жеребятины, да, так как мы являемся одним из лидеров в данных отраслей. И также у нас был представлен очень широко компания «Сахабулт». Ну и, соответственно, наше все это наша рыба северная. Да? В этом году было представлено две компании, это якутская рыбка и якутская рыбная компания, Туймада Краснап, 3 компании. Да? Вот они на суд посетителей выставки привезли свою продукцию для того, чтобы продавать и выставлять на павильоне. Необходимо отметить то, что в этом году нашими предприятиями именно по этим направлениям было завоевано 44 медали, 28 золотых медалей, 8 бронзовых и 8 серебряных медалей. Поэтому скажу, что довольно успешно мы в этом году провели. Впервые за всю историю республики и участие республики в «Золотой осени» мы повезли якутский скот и наших лошадей, которые очень успешно были представлены на животноводческой выставке. К ним подходили представители всех практически институтов. Да. Лично присутствовал Николай Патрушев, министр сельского хозяйства. Вот. Ну и по всем завезенным нашим сельхозживотным мы завоевали золотые медали. То есть животноводческая выставка, мы взяли 6 медалей золотой пробы. И само Министерство сельского хозяйства было награждено золотой медалью выставки за участие именно вот в животноводческой части. По продаже, если сказать. Да, вот, Василий Владимирович, вы сказали, что гастрономический фестиваль в этом году впервые, да, проходил на Красной площади? Да, но это связано с тем, что сейчас Москва, она стала более туристической, да, и вот мы отмечали то, что в эти дни, с 4 по 14 октября, очень много на Красной площади было туристов. И в этом отношении Россия, на мой взгляд, представила весь ассортимент продукции, который на сегодняшний день производит. Это было более 50 шале, в которых размещались различные регионы, да, со своим товаром. Ну, хочу сказать то, что за период выставки мы смогли продать 7,5 тонн из 8 тонн, которые мы завезли. Да. Рыбная и мясная продукция, она ушла практически полностью. Я знаю, Василий Владимирович, что Якутия подписала ряд соглашений о сотрудничестве в области сельского хозяйства. Расскажите, что это за соглашение и с какими регионами? Первое соглашение это мы подписали с Республикой Башкортостан. Соглашение оно касается в части повышения качества производимой продукции местной. Да. Необходимо отметить то, что Республика Башкортостан на сегодняшний день является лидером в данном направлении по Российской Федерации. И по своим производимым продуктам внутри Республики Башкортостан у них обеспеченность внутри региона составляет более 90% своей продукции. В этом отношении у нас есть чему у них учиться. Да? У них есть отдельно принятые законодательно-правовые акты по защите местных товаропроизводителей, по системе, внедрению системы национального питания. И также очень активно работают они по социальному и общественному питанию и в части реализации местной продукции.
в этом отношении мы подписали соглашение для того, чтобы проводить работу по повышению качества продукции, произведенной также внутри Республики Саха-Якутия, и по обеспечению детских, муниципальных, школьных учреждений, системы социального питания, общественного питания, также местной продукции. Ну и я думаю, что в части нормативно-правовых актов у нас тоже есть чему у них поучиться. Второе соглашение подписано с компанией «Беллакт» белорусской. Это труд нашей двухлетней работы. То есть мы 2 года работаем с этой компанией для того, чтобы они вошли к нам, учредителям, в детский молочный комбинат. То есть мы уже 2 года назад запустили детский молочный комбинат. Он у нас проводит в республике производит продукции для детского питания, да, это молочные смеси делает, ну и производит там творог и молоко питьевое. Вот. Мы надеемся, что с приходом компании «Белла», которая является лидером в Европе по производству детских сухих молочных смесей, да, детских жидких молочных смесей, я думаю, что представленность в республике может быть гораздо выше. Поэтому мы надеемся, что с компанией «Беллакт» мы уже будем производить здесь не только сухие, но и жидкие молочные смеси, что позволит нам гораздо более плотно и более расширить ассортимент для того, чтобы обеспечить все слои населения, в том числе не только детей, но и самих мам, кормящих. Василий Владимирович, спасибо вам большое за интересную беседу. Пожалуйста. С вами была программа «Акцент». До новых встреч!